Я хочу создать вот эти механизмы взаимодействия, в том числе с правоохранительными органами, да, чтобы реализовать те изменения законодательства, которые, я считаю, что наиболее эффективно помогут в том числе бороться и с незаконными рубками деревьев. Да, вот на сегодняшний день, вот смотрите, прописан такой механизм, как механизм конфискации орудий совершения административного правонарушения. Да, в частности, по моему разумению, в части незаконных рубках этот механизм применим к лесовозной технике. То есть на сегодняшний день, не скрою, пока нет элементов взаимодействия лесничих с органами ГИБДД для того, чтобы останавливать лесовозную технику и проверять наличие документов на перевозимую ею древесину. Намерен я эту работу организовать, и я считаю, что более чем существенной острасткой для незаконных лесорубов будет показательные, наверное, это будут показательные все-таки изъятия вот этой техники. Все-таки она, каждый понимает, что она более чем дорогостоящая, и даже элементарно 1, 2, 3 случая изъятия этой техники будут являться более чем существенным, наверное, доводом, чтобы лишний раз задуматься, а стоит ли проводить незаконную рубку на том или ином участке, когда можно пострадать, так как все-таки на одну чашу весов та сомнительная выгода, которую можно получить от незаконной рубки, а с другой стороны те материальные средства, которые ты имеешь, да, в виде лесовозной техники, которые можно просто-напросто потерять. Поэтому я скажу, что это мои первоочередные планы, которые я на данной должности хочу реализовать. И, соответственно, буду прилагать максимум для этого усилий.